Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Ну что ж, начинаем уже от музыки. Тема у нас вообще, вы в курсе, что будет две лекции. Первая посвящена, собственно, богословскому аспекту темы ислам и музыка. И вторая лекция будет посвящена аспектам практическим. Светская музыка, так называемая религиозная музыка, не совсем правильный термин. И там у нас будет возможность послушать и, я думаю, что-то обсудить, если будут какие-то вопросы. Значит, относительно темы ислам и музыка, в принципе, самой проблемы. Эта тема является источником дискуссий на протяжении многих веков, уже более тысячелетия. И представление, как вот уже судя по вопросам, я понимаю, о том, что существуют запреты на музыку, они очень живучи. Хотя, спроси даже мусульманина, который, может быть, чему-то должен в этом смысле учиться, внятного объяснения будет. Второй парадокс, фактически для меня главный парадокс, это то, что параллельно вот этим представлением о запретности, о греховности музыки жила и развивалась музыкальная культура, музыкальная практика, богатейшая во всех уголках исламской цивилизации, без исключения. Мало того, в крупнейших центрах, на больших территориях была создана своя музыкальная классика, ценность которой сопоставима с европейской музыкальной классикой. Но, как я уже раньше сказала, это просто другой язык, нас обучали несколько по-другому, и мы часто бываем не подготовлены. Чуть-чуть отвлекаясь, скажу, одно принципиальное отличие, которое затрудняет восприятие европейца этой музыки, это то, что эта музыка устная, она без нот, и слушать эту импровизацию иногда бывает трудно. И язык другой, и язык буквально другой, музыкальные инструменты другие. Но, тем не менее, здесь сложились свои классические формы. И тема эта обсуждалась, ислам и музыка, о дозволенности музыки в исламе, обсуждалась совершенно в разных аспектах. Ниже мы с вами поговорим о том, в каких отраслях наук ученые говорили на эту тему. И, как видите, изобразительное искусство тоже не обошло эту тему. Конечно, практически вся история обсуждения проблемы ислама и музыка – это тексты исламских авторов. Но начиная с середины XIX века подключаются к изучению, скорее, не высказыванию по этой теме, потому что я бы сказала, что здесь европейцев отличает корректное очень отношение. Они в данном случае подходят как исследователи, прежде чем заявлять там. Ну и вообще, в общем-то, никогда не заявляли о том, греховный или нет. Начиная с середины XIX века и особенно в XX веке. Очень серьезные работы культурологов, музыковедов, историков культуры, восточной культуры, которые этим занялись и которые не просто изучали эту тему, но они это сопрягали с изучением практической музыкальной практики, с тем, чтобы приоткрыть для европейского, для западного мира мусульманскую культуру. Вот это очень важно. Почему я об этом говорю? Потому что вы можете встретить даже в интернете иногда такие нападки, в которых и этим исследователям достается. Что изменилось в дискуссии за все эти века? Мы с вами поговорим об аргументах, мы поговорим о материалах, и вы увидите, что это примерно одно и то же, с разными вариациями повторяется. И чем менее образованный человек, тем больше он просто повторяет какие-то, так сказать, заученные формулы. Но в настоящее время появился один фактор, который нельзя не учитывать, а именно интернет. И, в принципе, эта дискуссия где-то обострялась, где-то затихала. Это все зависит от разных социальных, политических, даже исторических условий. Вот сейчас, мне кажется, пошла какая-то новая волна. Если вы посмотрите какие-то популярные сайты,
то на музыку обрушивается огромное, и те, кто пытается ее защитить, обрушивается огромное количество нападок. Несмотря на многочисленные публикации о том, что песни и музыкальные инструменты запрещены исламом, уже заявка, все же остаются мусульмане, для которых этот вопрос не ясен из-за невежества, а также по причине ограниченного доступа к трудам авторитетных ученых. Многие мусульмане начинают думать, что относительно данной темы существует приемлемое разногласие, что каждый мусульманин волен выбирать между мнением о дозволенности музыки и ее запретности. Вот дальше подчеркнуто очень важно. На самом же деле в данном вопросе среди ученых нет и никогда не было разногласий, за исключением тех, кто отклонился от истины. Разногласия же появляются по той причине, что о религии Всевышнего начинают рассуждать и высказывать свои мнения невежды, не обладающие знанием. Я это для себя открыла этот текст в то время, когда я занималась текстами татарских богословов на эту тему. Там энциклопедические знания, там информация всякого рода, блестящее знание арабского языка, блестящее знание разных контекстов. И я подумала, вообще это как? А кроме того, существует, ну хорошо, у меня оказался доступ, и сейчас у нас опубликована эта информация, у других есть доступ к этой информации. Но есть, например, Газали, есть другие источники. Значит, все эти великие ученые, которые об этом писали, все они невежды. Значит, что нам сейчас важно? Нам важно, на мой взгляд, заглянуть в саму суть проблемы и выяснить, есть ли основания у запретов, почему они формировались объективно, с тем, чтобы объективно рассуждать и объективно оценивать, а иногда и, может быть, возражать вот таким выступлениям. Особенно важно, я думаю, это здесь в аудитории Татарстана, где исконно была мусульманская культура, и мы должны знать свое наследие. Какие вопросы мы будем обсуждать? Значит, причина возникновения самой идеи запретности музыки, тема в трудах мусульманских ученых разных отраслей, и я хочу обратить ваше внимание, насколько в данном случае отличается подход в исламе. В европейской традиции все-таки существует большая или меньшая специализация. Здесь вы увидите, что вопросами музыки, дозволенности музыки занимались в самых разных аспектах. Потом мы поговорим о материалах и методах доказательств дозволенности музыки. Поговорим об оценочных критериях и дискутируемых категориях. Вот это очень важно, потому что иногда это, простите, становится предметом спекуляции. Относительность запретов и дискуссия сегодня. Теперь, прежде чем обратиться уже, собственно, к лекции, к самому материалу, мне хотелось бы сделать две оговорки. Первое. То, что мы говорим о музыке в исламе, вы не должны ассоциировать с явлением, с категорией музыки, понимаемой в европейском значении. Это совершенно другое явление. И эстетика другая, и подходы другие, и структура другая. Поэтому в дальнейшем, когда я буду говорить слово «музыка», я буду говорить то, что подразумевали ученые-богословы. Это пение, это каждый раз конкретно оговаривается, пение, соло или с аккомпанементом, и игра на музыкальных инструментах. Я немножечко сузила, потому что где-то еще можно о танце говорить, но сейчас для нас это не важно. И, значит, в чем проявляется разница? Например, явления, те, которые мы по европейской традиции относим к музыкально-поэтическим, например, чтение стихов. В общем-то, это не музыка, да, и в европейском понимании тоже не музыка. Но традиционно в культуре ислама, если читали стихи, то их распевали. Это была импровизация. Я не буду на эту тему много говорить, потому что здесь можно найти много интересной информации. И когда они пишут, что он читал стихи в старых источниках, и, кстати, в Коране, когда говорится немножечко о поэтах,
когда говорится, что чтение стихов, здесь уже где-то имеется в виду и рецитация, произнесение мелодическое. Другой пример, то, что не является никак музыкой, это чтение Корана. Когда Коран читает настоящий мастер, вы слушаете турецкого мастера, египетского мастера, еще кого-то, то вы заслушиваетесь музыкальной красотой этого чтения. И более того, когда вы начинаете изучать это и сопоставлять это со светской, например, музыкальной традицией, вы обнаруживаете, что это один и тот же язык, это одна и та же музыкальная основа. Однако, при том, когда мы говорим, что это текст Корана, мы, конечно, никогда не назовем музыкой. То есть каждый раз надо осторожно говорить о том, что вы подразумеваете в том или ином случае. И вторая принципиальная оговорка – это терминология. Слово «музыка», которое в данном случае мы используем, уже сейчас используется в литературе, это все-таки достаточно условно, так сказать, относимое к исламской культуре. Само греческое слово «мусики» относилось долго на протяжении веков только к музыкальной науке, а музыкальная наука являлась частью математических наук, называлась «гильм аль-мусики». Потом потихоньку этот термин стал вовлекаться в языке мусульманских народов, и по-разному использоваться, по-разному были смыслы, в том числе в татарском языке, стали использовать слово «музыка» для обозначения инструментов. И вот, что интересно, даже в 20-е годы в одном из татарских словарей, татарско-русских, еще на арабской графике, можно найти такое определение гармонии. Гармон – кул мусикасы. Гармон – ручной инструмент, ручной музыкальный инструмент. Поэтому мы... Да, и какие тогда термины? Что же тогда вместо музыки, вы спросите? А они называли просто конкретно, потому что это как в разных условиях, это были, скажем, разные жанры и формы, и они назывались конкретно. Мелодия, гина, нава, много было определений для ритма, а в целом для категории музицирования использовалась и до сих пор используется очень важная категория «сама». Те, кто арабский знает, меня может поправить в произнесении. В татарский язык она тоже вошла. Откуда вошла? Взялась фамилия Самигулин, да? Самиг Аллах. Сама слушание. Слушание, которое подразумевало в себя одновременное слушание и присутствие музыкантов, то есть явление, обозначающее музыку. Мы еще с вами будем говорить о том, что сама это ритуал суфийский, но это может быть в следующий раз. Но вот это один из терминов. То есть вот здесь вы уже должны, так сказать, иметь в виду некоторые оговорки. Итак, почему люди стали говорить о запретах и что послужило причиной запретов? Тут я должна сказать одну довольно новую вещь, потому что действительно материалы мало доступны. Мне просто повезло с некоторыми источниками, и поэтому, так сказать, у меня есть возможность представления этой картины. Очень интересно, что идея запретности, греховности музыки стала формироваться сравнительно поздно. Когда появился ислам, когда сформировался халифат, да? А первые выступления с критикой музицирования появляются только в IX веке. Это связано с развитием светской жизни, с развитием придворной жизни, с вовлечением, вернее, лучше сказать так, с включением арабов в другие образы жизни, как, например, в Персии, где уже был институт музыкантов, где были институты музыкально-эстетических развлечений. Но с развитием придворной культуры музыка стала вовлекаться в развлечения
которых использовались элементы осуждаемые, питье вина, все, что ведет к распутству. Вот вы спрашивали про другие изображения, вот вам, пожалуйста, очень много таких миниатюр. Это все из иллюстраций к восточной классике. Здесь вы видите, на разных инструментах играют, очень богатый инструментарий. Кто-то танцует, кто-то наливает вино. Но это не значит, что они здесь занимаются распутством. Это я просто показывала одну из картинок. И вот когда такие пиршества, такие удовольствия, чувственные удовольствия стали занимать более важное место в быту людей и при дворе, вот тогда богословы стали обращать внимание на это. И здесь я отметила первый, вот это действительно малоизвестный источник, Зама Малахи, порицание инструментов, совершенно малоизвестного ныне богослова из Багдада, Ибн Дунья, он только в специальных источниках упоминается, где он пишет о запретности слушания музыки, пения девушек-певиц и музыкальных инструментов. Но что существенно, он не пишет это против музыки как таковой. Он пишет об этом, пишет о музыке как об одном из инструментов развлечений. И когда мы читаем, ну, если будет время, еще поговорим, вернее, мы к категории Малахи еще вернемся. Вот это вот за Малахи, порицание инструментов, мы должны понять, что в самом этом трактате, потом у многих других, инструменты развлечений осуждались. А что там еще было? Там были нарды, там были, на удивление, шахматы, там были еще какие-то танцы, там были действительно не очень чистые, не очень, так сказать, невинные удовольствия, вот, но и многие другие игры. Не музыка сама по себе, вот это очень важно. На эту тему стали обращать внимание богословы, стали появляться трактаты. Вы посмотрите, это уже вторая половина XIX века. Что это значит? Что начиная с деятельности пророка Мухаммада и еще первых его сподвижников и первых халифов, эта тема не обсуждалась, она не была предметом критики. Вот это существенно. Это связано с социальными условиями. И стали писать все больше и больше на тему музыки. Вот здесь два слова. Луис Ламья Фаруки и ее муж был Исмаиль Фаруки. Были два историка культуры, она музыковед, сделавшие очень много для открытия для западного мира мусульманской культуры, и она изучала проблемы, тоже связанные с запретами, статусом музыканта и так далее. Что сделала Луис Ламья Фаруки? Здесь направление научное, в которые включали работы по музыке, по слушанию. Здесь количество работ, и это примерно с 9 по 19 век, и она берет только самые крупные, самые известные работы, около 150 работ. Само перечисление вот этих направлений, на мой взгляд, впечатляет. Смотрите, акустика, это нравоучительная литература, административное руководство, антологии, библиография, биографические словари, словари изречения, просто словари, энциклопедии, работы по истории, по юриспруденции, законность сама, законность слушания. Юриспруденция имеется в виду фикх, да? И вот это вот все. Здесь очень много работ по фикху, которые занимаются обсуждением этого. История литературы, медицина, по медицине много работ было. Музыка и музыкальные инструменты, теория музыки. Мусульманские авторы были создателями
теория музыки уже в раннем Средневековье. Это та теория, которая до сих пор служит основой изучения музыки Востока. Величайшие были философы-энциклопедисты. Философия, история, коранические исследования, религиозные темы, коллекция, сборники песен, суфизм. Вот работы по суфизму включают очень много, в том числе и учебников для ритуала сама. Таджвид Корана, тартиб таджвид, чтение Корана, путешествия и географии, потому что путешественники все там описывали. И то есть вы видите, насколько привлекала эта тема самых разных специалистов. Ну и, конечно же, нам нужно кого-то из них назвать. Я называю, хотела бы, чтобы вы кого-то для себя отметили. Из тех, это самые крупные имена, из тех, кто доказывал незапрещенность музыки как таковой. Я не говорю о том, что они говорили, что вся музыка разрешена. Нет. Но они говорили, что изначально музыка не греховная, не запретна. Это известный философ-богослов Аль-Араби, Андалусия, Ибн Хазм, андалузский теолог. В русском переводе вам доступна, известна очаровательная небольшая книжка на тему любви, называется «Ожерелье голубки». Очень легко и приятно читать. Они были энциклопедисты, они писали на разные темы. Ибн Нахви, марокканский богослов, который дал очень много фактологического материала. Ат-Фувир, Египет. Мулла Аль-Кари, законовед, мухаддис, комментатор Корана и автор комментария к труду Газали, Набулуси, Сирия, Суфи, Кануджи, Индия. Я немножечко такую хронологию провела, чтобы вы видели, начиная с XI века по XIX, и представители разных стран. Сюда мы дальше можем добавить и татарских авторов, которые в своих работах обобщили многие взгляды, и там есть очень много цитат вот из этих же авторов. Но я не назвала, может быть, вы сами скажете, кого я не назвала? Одно имя уж вы должны были бы назвать. Я не назвала один источник. Я подчеркиваю то, что доступно на русском языке, что существенно. Китаб аль-Агани – это книга песен, Исфахани – знаменитая антология арабского автора Исфахани, который собрал биографии, стихи, информацию о поэтах и музыкантах с 6 по 10 век. В переводе Анаса Халидова это очень важный источник, и все историки музыки на нее ссылаются, там черпают информацию. Ну и, конечно же, Газали. Я думала, вы мне его назовете. Который автор труда «Возрождение наук о вере», его персидский вариант Кимья Аль-Савадат «Эликсир счастья», где были изложены основные принципы подхода и оценок слушания. Вот эту книгу вы можете найти, потому что в переводе Алексея Хисматуллина есть Кимья Аль-Савадат, и там есть отдельные главы по слушанию. Итак, сейчас переходим к самой дискуссии. Нужно сказать, и защитники музыки, и оппоненты пользовались всегда примерно одним методом. Они начинали с изучения Корана на тему запретности или дозволенности музыки, затем хадисов, затем высказываний имамов, лидеров мазхабов, халифов, ну, в зависимости от информации, сподвижников, табиинов, последователей пророка и выдающихся богословов. Но что интересно, что одни и те же тексты, ну, хотя бы в случае Корана, интерпретировались по-разному. И вот я хочу сделать здесь акцент, что в данном случае в подходе к обсуждению этой проблемы все зависит от интерпретации. Вот один и тот же текст
который вы читаете, толкователи могут прокомментировать по-разному. И мы иногда диву даешься, как это им удается. Сейчас мы посмотрим это на примере Корана. В первую очередь Коран, хадисы более противоречивы. Все, я сейчас говорю о серьезных авторах серьезных работ и противников музыки в том числе, тех, которые пытаются объективно подходить к исследованию проблем, сходятся в том, что прямых, откровенных запретов на музыку в Коране нет. При этом противники, оппоненты, все-таки находят примеры. Ну, например, из суры 23. «Счастливы верующие, которые в своих молитвах смиренны, которые уклоняются от пустословия». Здесь за что цепляется слово «пустословие». Мы потом с вами эти категории обсудим. Или другое. А когда, 28 сура, а когда они услышат пустословие, то отвертываются от этого и говорят: у нас свои дела, у вас свои. Мир вам, мы не стремимся к неведущим. И так далее. Самый яркий пример в этом отношении, с которого начинают абсолютно все споры о музыке на материале Корана, это сура Лукман, 6 или другой нумерации 5 аят. Я даю в переводе Крачковского. «Среди людей есть и тот, кто покупает забавную историю, чтобы сбить с пути Аллаха, без всякого знания обращает забаву, а не те, для которых унизительное наказание». Забавная история – это категория ляхв аль-хадис. Ее по-разному переводят. Пустословие, забавная история, пустая болтовня. И вот за это как раз и цепляются противники музыки. Потому что существует мнение, что когда-то кто-то сказал, что якобы здесь пророка имелись в виду музыка и песня. Но в тексте этого нет. В тексте этого нет, и нигде это не подтверждено. Мне очень понравилась реакция Хасан Гатага Баши, который здесь замечательно говорит. Он был эмоциональный очень. Некоторые толкователи заявляют, якобы предмет ляхв аль-хадис – это пение. Однако здесь это был действительно Надр ибн аль-Харис, он был оппонент пророка Мухаммада, он действительно покупал певиц, он действительно приветствовал их и действительно был рассказчиком. И он пишет о Габаши: люди Мекки, увлеченные его рассказами, не слушали Коран. И дальше Габаши, а я должна сказать, что это не его личное умозаключение, а существует целая традиция вот этого подхода, многовековая уже. При внимательном чтении аята становится ясно, что они не про певцов, где тут песни, но о неком лицемере или кафире, который для глумления над религией Аллаха использует пустые и беспочвенные рассказы. И дальше замечательно. Ни с того ни с сего, по прихоти некоторых толкователей, это еще и про пение будет. А вот теперь как это можно преподнести и как просто рядовые мусульмане, открывающие Коран, это воспринимают. Я вам покажу примеры разных переводов. Пример Шитфа. И среди людей есть такой, что ведет шуточные беседы. Перевод Османова. Среди людей есть и такие, которые покупают книги с забавными рассказами. И, наконец, перевод Кулиева. Я была удивлена очень, потому что я знаю, что это популярный сегодня перевод. И ведь часто мусульмане покупают не от того, что они знают переводчика, они покупают просто перевод Корана, да? И в тексте написано: среди людей есть такой, который покупает праздные вещи. Дальше я выделила сама в скобках. В тексте Корана он в сам текст вставляет песни и музыку. Сам текст Корана вставляет. Вот это как? Мы даже в научных работах пишем иногда ред. Есть действительно издания, ну, скажем, я по англоязычному могу сказать, где тут есть сносочка
И внизу написано, что здесь по таким и таким источникам имеется в виду Надр аль-Харис. А в других, которые против музыки, есть сносочка, и тоже пишут, здесь имеется в виду музыка песни. Но тут вот просто это в тексте Корана. Что мусульмане будут делать? Они будут принимать это за чистую монету. Вот так это, так сказать, рождается. Но в целом, я еще раз хочу сказать, что даже противники музыки, объективно научно мыслящие и так сказать, честные перед самим словом, признают о том, что запрета в Коране нет. Что на эту тему дают хадисы? Хадисы – это очень противоречивый материал, и, по правде говоря, вы здесь можете найти доводы и за, и против. И об этом писала Фаруки, которая тоже это изучала. Но здесь очень важен вопрос интерпретации опять. Знание традиции, знание контекстов, знание содержания самого хадиса и знание языка. Здесь я еще раз хочу восхититься татарскими авторами, которые показали блестящее знание до тонкости значения отдельных слов, в какой форме он стоит и что этот смысл несет. И в таком случае одни и те же хадисы могут получить разное толкование. Что является критерием для богословов, когда они привлекают материалы хадисов? Но я думаю, в этой аудитории, наверное, вы знакомы. В первую очередь достоверность хадиса, да, чтобы он имел хорошие сна, цепь передатчиков, чтобы он был надежен. Есть такие сахихи, сборники достоверных хадисов, на которые ссылаются все. Это считается уже абсолютно достоверное. И вот приводимые из достоверных сборников хадисов могут служить доказательствами. Все остальное считается слабыми, там тоже разная градация. Ну вот из сахихов на тему музыки, в защиту музыки, скажем, один такой хадис есть. Он самый известный, вы все, вы, наверное, может быть, тоже читали. Однажды в день Мины, это был праздник, две рабыни пели песни, вошел Абу Бакр, пророк прилег, зашел Абу Бакр, рассердился на них, сказал, что за шутки, за дудки шайтана в присутствии пророка. Пророк сказал, оставь ты их, Абу Бакр, сегодня праздник. И это, как ни крутят противники музыки, здесь трудно, потому что в крупнейших сборниках. Другой есть очень такой приятный хадис. Пророк вернулся из похода однажды, и к нему подошла женщина и сказала, Мухаммад, я дала себе обет, если ты целым и невредимым вернешься, я спою и сыграю под аккомпанемент дафа. Он ей сказал, раз дала обет, то играй и пой. Если нет, то не заставляй себя. То есть он был терпим, там было, так сказать, открытое отношение. Что касается хадисов более против музыки, то здесь их очень много, и действительно интерпретировать довольно сложно. Очень известный хадис, вы его, наверное, слышали. Среди моих будут те, кто будет считать дозволенным прелюбодеяние, шелк, вино, музыкальные инструменты, маазиф. Одна из категорий, вокруг которой все время ведутся споры. Так вот, Баруди находит и дает сразу несколько уровней разных переводов слова маазиф и говорит, что здесь, простите, но это у него дальше, не только здесь, несколько смыслов слова маазиф, и значит это не может служить однозначно свидетельством того, что это музыкальные инструменты.
И очень хорошо говорит Кильдебаки, что даже если достоверность этого хадиса не отрицается, доказательств запретности музыки нет. Маазиф много значений, а вот самое главное, при столь неоднозначных выражениях для обоснования того или иного смысла нужен хоть один знак, указывающий на контекст. Здесь этого нет. Ну, то есть мы можем что с вами сделать? Это русский перевод, а если мы в оригинале возьмем, мы прочитаем так, что среди моей умы будут те, кто считает прелюбодеяние, шелк, вино и маазиф. Вот поди догадайся, что это конкретный музыкальный инструмент. Вот, и вот такая неоднозначность, защитники музыки говорят, доказывает, что здесь нет прямого однозначного запрета. Ну, если вам интересно, то я могу привести примеры дальше из историй, которые связаны с лидерами мазхабов или богословов. Ну, например, вот даже интересно, тот же самый Ибн Дунья, автор первого трактата по запретности, да, пишет про Малика ибн Анаса, лидера маликитского мазхаба, который говорил, ну это часто повторяется, что тот, кто певица, не может, ее свидетельство не может приниматься. То есть свидетельство человека, который поет, не может приниматься. Это уже поскольку грех. Но при этом в Агани, книге песен, о которой я вам говорила, говорится, что Малик был больше расположен к пению, чем эта фраза показывает. Однажды, услышав прохожего, фальшивившего в пении, он высунулся из окна и поправил его, но отказался повторить свою поправку, чтобы не дать прохожему возможность сказать, что он учился у Малика. В этом же месте говорится о том, что в юности Малик хотел стать певцом, но мать посоветовала пойти в фикх, поскольку с его уродливым лицом он никогда бы не стал успешным певцом, в то время как некрасивое лицо не препятствие успеху юриста. Или, например, имам Ахмад бин Ханбал, лидер ханбалитов, тоже осуждал, но принимал поэзию. А мы с вами уже знаем о том, что поэзия – это значит уже тоже распев. И также оговорка. Его нелюбовь или его согласие слушать пение зависело от типа пения, от содержания, что имелось в виду. То есть, как видите, это я взяла из источников противников музыки. Каковы же были критерии для ученых, чтобы определять, запретна музыка или не запретна? Дело в том, что музыка по своей природе явление неоднозначное. Если это просто звучит музыка, мы не знаем, не всегда это может быть понятен смысл, назначение. Сама по себе она не несет греха. Очень часто социальный контекст его показывает. И вот это то, что называлось категорией мубах. И если вы знаете, в исламе существует целая цепь градаций от дозволенного до запретного, которыми оценивались в том числе и явления музыки. Ну, здесь мы можем это быстро пройти. Как у татар очень часто использовался макрух как неодобряемый. Ну, харам вы сами знаете. И мубах. Мубах, джаиз, халяль. Вот это наиболее популярное. Причем, что интересно, мубах категория своеобразная, потому что это действительно дозволено, не предосудительно, но это категория поступков и действий, за которые не предусмотрено ни наказание, ни вознаграждение. И вот очень часто мы в этих текстах читаем защитников музыки, что музыка сама по себе может быть мубах, дозволена, но оказавшись в тех или иных условиях, в том или ином контексте,
она становится харам, макрух или наоборот мустахаб, одобряем. Мы говорили о тех категориях, и других категориях, которые связываются с музыкой и которые заставляют многих авторов говорить о том, что она запретна. Это категория батил, но это так пишется в русскоязычной литературе, по-татарски это говорится батыль, неверный, несостоятельный, недействительный, напрасно ничего не стоящий, бесполезный. Вот это очень важно. Эта категория обсуждается у Газали. Дело в том, что в исламе удивительным образом последовательно осуждается идея бесполезного времяпрепровождения. Просто так сидеть, просто так гулять, просто ничего не делать, ничего не зарабатывать. Но это само по себе не обязательно грех. И Газали, величайший Газали, пишет, что батиль это еще не обязательно осуждаемо, потому что это еще не запрет, это просто не приносящий пользу. Истима аль-Малахи, к вашему вопросу об инструментах. Одна из часто используемых категорий и осуждаемых категорий. Истима – слушание, малахи – инструментов. И сложилась уже традиция во многих источниках, что здесь есть уже определенный негативный подтекст. Когда вы встречаете эту категорию, нужно всегда смотреть, каков контекст. Если это действительно, это может быть просто слушание, или это может быть слушание, слушание музыки, часть какого-то порочного развлечения, какого-то, что связано с распутством, с гулянием. Точно так же алят-аллях. Между прочим, все эти категории в татарском языке существовали еще в начале 20 века, в 20-х и в 30-х годах. Алят-аллях, алят – инструмент, лях – уже то, что вы слышали, лях валь-хадис, праздные речи, да? Развлекательные инструменты. Но вот здесь тоже получается, что по-разному можно и ту, и другую категорию расценивать. Если мы уже выше говорили, малахи – это просто инструмент развлечений, то это не всегда музыкально, то есть это не всегда относится к музыке. И защищающие музыкальную практику об этом и говорят. Все сказанное говорит о том, что сама музыкальная практика не может быть однозначно оценена. Сама музыка не может быть однозначно греховной и так восприниматься. И нет однозначного огульного запрета в исламе на музыку. Все зависит от социального контекста и все зависит от намерений, желания, содержания, которые вкладывают музыканты и слушатели в данное действо. И я хочу подчеркнуть еще раз слово «намерение», которое везде в этих текстах используется. Это как в Коране, ният колдон, да? Это перед молитвой, перед чтением говорится. Вот это очень важно. И это удивительным образом не могут не признавать даже самые ярые противники музыки. Я несколько имен назову чуть позже. Все они после последовательных, уничтожающих нападок на музыку, на музыкальную практику, на пение девушек-певиц, на музыкальные инструменты, все они в конце перечисляют случаи, когда музыка все-таки и дозволена, и даже может быть одобряема. Самые крутые противники музыки. Это свадьбы, праздники, возвращение из военных походов, возвращение путешественников. И это целый список таких случаев есть. Разговоры о том, что даже самые ярые противники музыки все-таки признают. Вот был такой наш с вами современник Мустафа Аль-Канади. Я полагаю, что он, может быть, даже был европеец, который принял ислам. И он в 1986 году выпустил книгу «Islamic Ruling on Music and Singing» «Исламское руководство по музыке и пению», где он последовательно проводит идею о запретности музыки с самого начала. И достаточно, как сказать,
пытается достаточно аргументированно все делать. То есть это не очень поверхностная работа. И вот он говорит, все-таки музыка возможна. Военные песни во время джихада, религиозные праздники, прибытие важной персоны. Вот это меня удивило. В средневековых источниках этого нет. Там просто, если путешественник прибывает, а тут VIP. Тяжелые работы и дорога на вьючных животных. Далее, цитата. В дополнение к этому, невинное пение в одиночестве или при грусти, так же, как пение родителей младенцу, чтобы его развлечь, успокоить или усыпить. Включая песни, стихи которых поднимают душевное состояние, вдохновляют людей на богоугодные дела, такие как молитва о благотворительности, джихаде и прочее, заслуживают хвалы, но они должны быть умеренны в нужных случаях и в соответствующем контексте. Песни такой благородной природы могут исполняться спонтанно. Они не нуждаются в отмеченных выше ограничениях, оговариваемых сунной. Это говорит тот человек, который до этого, можно сказать, полностью доказал запретность музыки как таковой. Теперь дискуссия о дозволенности музыки в 20 веке и в 21 веке, уже в наше время. В 20 веке, как я уже сказала, здесь появилось очень много работ, и немножко переставлю местами. Скажу два слова о татарских богословах. Абаши, Фахриддин, Алимджан Баруди, Вали Хади Киндебаки. Вот эта книга «Ислам и музыка», антология, где их работы опубликованы на татарском языке и с переводом, и в которых вы можете найти обобщение взглядов средневековых ученых, очень многих. И я хочу сказать, что появление их в самом начале 20 века очень много значило для всей мусульманской цивилизации. Во-первых, для мусульман, не бывшей тогда, Российской империи, потому что, вы знаете, печать шла из Казани тоже туда, ну и на восток тоже. Что касается продолжения дискуссии, помимо ученых-культурологов, музыковедов, здесь появляются новые авторы от ислама, которые с новой энергией, уже с материалами более современными, начинают выступать против музыки. Ну, Канаде я уже назвала. Вышла вот такой толщины книга и очень тщательно написанная некого Баига на английском языке, называется «Slippery Stone» – «Скользкий камень». Это есть такое суфийское высказывание о том, что музыка, она как скользкий камень, на который устоит только знающий. То есть нужно знать, как слушать музыку, нужно знать, как к ней относиться. Но это опять-таки вопрос интерпретации, вопрос восприятия. Скользкий камень там подан как скользкий камень, с которого все полетят, кто начнет слушать музыку. Совершенно по-другому эту же мысль формулирует Хади Киндебаки, который говорит: музыка как неодушевленный минерал, который куда повернешь, в ту сторону и будет направлен. А будучи драгоценной породы, может стать инструментом врачевания, направляющим душу человеческую к мудрости и чистоте. Мне кажется, лучше не скажешь. Ну и возвращаясь все-таки к этим именам, если вас интересует из богословской литературы на русском языке, в этом отношении интересно почитать Шамиля Аляутдинова. У него есть хорошая фельдфа на эту тему интересная. Ну и много разного. То есть мне кажется, что мы с вами все-таки расставили какие-то акценты, зная о которых вы сможете для себя немножечко процеживать информацию, связанную с обсуждением этой проблемы. Потому что информации много. Мне очень интересно, что происходит в исламских странах. И я с удивлением узнаю, что, например, Иран, в котором ислам, так сказать, определяющий фактор жизни,
и в котором тоже было очень много запретов. Там существуют институты, цель которых создать фонд, Эльмира, целый фонд аутентичных записей певцов, исполнителей, инструменталистов по поколениям, по жанрам, там сотни. Они последовательно этим занимаются, за этим просто не уследишь. Как одновременно это уживается с теми, которые говорят о запретности? Ну вот недавно была я в Марокко, в Марракеше. Звучит Коран, звучит азан, призывает, в это время все стихает. Дальше намаз прошел, музыка звучит, здесь все гуляют и сами играют, и музыканты ходят с музыкальными инструментами. Как это уживается? В Афганистане, и, кстати, в Иране сколько-то лет назад, музыка звучит по телевидению, песни женщины поют, певица, на экране цветы изображены. То есть лицо ее не показывают. Вот такое смешение всего. Но я хочу сказать, при этом практика не отступает. Все равно музыка развивается. Пожалуйста, все-таки наши татарские богословы, как вот их охарактеризовать? Знаменитые, вот известные, их отношение к музыке. Вы знаете, для меня руководством изначально было как раз вот их позиция, то, что я здесь изложила. Просто я потом привлекала еще много других и как бы сопоставляла. И не хотела буквально цитировать, потому что вот в этой книге тут все это есть. Но я хочу сказать, что меня поразило. Значит, это 1909 год, 1915 год, то есть до 16 года в пределах вот, все их работы были написаны. У Фахриддина даже раньше в комментариях к хадисам. Блестящее знание истории, источников. А что такое Коран? Вы думаете, они просто читают Коран, они читают его в таком-то, с таким тавсиром, и таким, и они говорят, а вот в этом тавсире так, а в этом тавсире так. То же самое хадисы, то же самое и невероятно точное знание, поразительное знание языка, слов. Ведь арабский язык, он совершенно другой, чем русский. Там одно слово может иметь несколько разных форм, и от этого меняется смысл. Вот они друг другу еще доказывают, что это вот это так. Плюс они еще знают поэзию, потому что, я думала, будет вопрос в связи с поэтами, что поэты критикуются в Коране, но это не значит, что музыка. И они доказывают, что не сами поэты, их творчество критиковалось, а только те, которые были оппонентами Мухаммада. И эту поэзию наши татарские авторы тоже знали. То есть здесь просто диву даешься. Но что у них еще было, так сказать, какой, так сказать, козырь был, они знали еще литературу последних лет. В Египте в это время, в предыдущие годы, стал издаваться журнал «Альманар», «Маяк», в котором публиковались очень многие статьи по разным проблемам. Все это выписывалось, за всем этим они следили. То есть они привлекали не только старые источники, а, кстати, вот эти имена, это из их работ тоже. И я считаю, что обязательно в татарской среде, не говорю только татаро-мусульманской, это сейчас вопрос не только религии, а культурной образованности. Обязательно надо изучать культуру Востока. Потому что сейчас происходит? Когда обратились к исламу, так сказать, вот эти новые поколения, а иногда пожилые люди, которые не имели возможности, но они обратились только к ритуалам, к текстам, к молитвенным формам и так далее. Но это же было все в условиях колоссальной, богатой культуры, литературной традиции и музыкальной традиции. Это обязательно надо изучать.